Рахмат. Данияр Жолдошевич, мына өзіңіз айтып кеттіңіз, бағалардағын, сомдындағын тұруқты болбай атады да, ошонун бир эле Украинада болуп аткан окуяларбы же жана да башка бир себептер барбы? Токтотуп койсоңуз. Султан Абдрашидович, негизинен бул ошол көрүлгөн санкциялардын кесебети болуп атат. Буга чейин негизи курс кескин түрдө өсүшүнө эч кандай шарт же өбөлгө жок болчу. Азыр көрүнгөн санкциялардын алкагында кескин түрдө рубльдү түшүрүп атат. Эгерде рубль сомго карай турган болсоңуз, азыр рубльдүн долларга салыштырмалуу 148ге чейин чыгып кетти. Сом азыр 105-тин алкагында кармап турат. Ортосунда жанагы биздин планыбызда Нацбанкта тапшырма бар, экөөнүн ортосунда сатып алуу менен саткандын ортосунда маржаны өтө чоң кылып тургула. Болбосо азыр ички болгон бүт ресурстарыбыздын баары жууп кетет депчи. Бул түздөн түз санкциянын кесебети. Ички себептер жокпу? Анчалык сомдун эметишине эч кандай себептер жок эле. Жана айтып кеттиңиз, биржевой товарларга дагы дүйнө жүзүндө өсүп атат деп. Ошол эмне себептен болуп атат? Биржевой товарларга эмнеге өсүп атат дүйнө жүзүндө? Негизинен бул прогноз. Азыркы күндө ошол көрүлгөн иш-чаралардын алкагында мен докладымда да окуп кеткем. Россия Федерациясы, Украина ошол майлардын 33%, буудайлардын 20% экспорттоочулардын бирлери болуп атат. Ошолордун азыркы күндө дүйнөлүк экспорттагы кошкон салымдын алкагында ал биржалык товарларда өсүп атат да негизинен. Негизи доллардын түшүшү менен өзүңүздөр билгендей бүт сырьевой товарлардын баары бирдей өсүүгө аргасыз болот да. Бул дүйнөлүк тренд. Ушул шарт канчалыкка созулат, канчалык вакытка созулат деп ойлойсуз? Султан Абдрашидович, буну азыр мен токтотуп койгула кетип атат. Буну азыр айтыш өтө кыйын. Анткени кошумча санкциялардын пакетин Америка азыр дагы даярдап атат. Ал кандай кесебет берерин азыр эч ким прогноз кыла албайт буну. Анан дагы мына антикризисный мераңар бүгүнкү күндө в основном эле кыска мөөнөттө гана пожарный болуп атпайбы? А в долгосрочной перспективе кандай деген оюңар бар? Ошону баарын турукташтыруу үчүн. Султан Абдрашидович, негизинен бул пландардын баары жана айтып кеткендей, буга чейин пандемиянын алкагында көрүлгөн антикризисный пландын көргөн заранее то, что мы прогнозировали, это было в рамках планируемых мероприятий. То, что экономика в целом должна была выйти на положительную траекторию по итогам 2022 года. По итогам 2021 года экономика показывала 3,5% роста. С учетом тех антикризисных мер для выравнивания экономики, которые были предприняты в рамках 2022 года, без учета тех событий, которые произошли на Украине, мы должны были выровнять тренд к уровню 2019 года в 2022 году. Однако в связи с тем, что произошли известные события и введение санкций, они полностью переориентировали сейчас и бюджет, и экономику в целом. Сегодня те расходы, которые должны будут предусмотрены, как вы сказали, в краткосрочный период мер, они будут направлены только на стабилизацию и не будет эффекта экономического роста давать. Вот это самое для нас сейчас тяжелый момент, но тем не менее правительство сейчас изыскивает средства для того, чтобы минимизировать эти последствия по обменному курсу, по экспортно-импортным операциям, по поддержке уязвимых слоев населения, по обеспечению и насыщению внутреннего рынка товарами, продукциями. Вот на эти цели сейчас по минимальным только подсчетам порядка 12 миллиардов сомов необходимо будет. Но на первые шаги, на первые меры, вот сейчас нам необходимо будет 7 миллиардов сомов. Мы сейчас готовим полностью расчеты. Министерство финансов также сейчас переориентирует свои задачи и цели, которые были предусмотрены в рамках 2022 года. Меня интересует вообще среднесрочная, долгосрочная антикризисная программа. У вас есть разработана? Да, программа есть. Султан Абдрашидович, как вы знаете, была принята стратегическая программа правительства на 2022-2026 годы. Это пятилетка, которая должна была дать толчок
экономики, как вот мы планировали внутренние ресурсы полностью сконсолидировать и направить их на развитие, без внешних заимствований. В данном стратегическом плане до 2026 года были предусмотрены конкретные меры. Это первый план мер, который был привязан финансово. То есть создание холдинговых организаций, которые должны были сконсолидировать все государственное имущество посредством эффективного управления и привлечения инвестиций к ним. Вот эти вот 5 холдинговых компаний должны были дать экономический рост. Как вы знаете, ни сельское хозяйство, ни любое другое, кроме производства и промышленности, не могут дать резкого скачка роста в 7% роста ВВП. В связи с чем основные параметры по росту были заложены, что в первый год мы будем расти где-то порядка 7%, и в последующем где-то 6% устойчивого роста должно было быть. Эта программа есть, она на сегодняшний день действует. И единственное, вот мы сейчас вынуждены принять, как вы говорите, краткосрочную программу, которая скорректирует уровень развития уровень деятельности на 2022 год. Мы думаем, что этот кризис будет краткосрочным, но дна его еще не видно. Вы скоро собираетесь с апреля повышать зарплату. Сколько, в общем, в целом понадобится для этого денег? Остановите, пожалуйста. Уже мембер 10 секундам жауап пойдем. Меньше Шерпаевич. Около 26 миллиардов сомов по 26. предварительным расчетам. Это в год или ежемесячно? Это годовая сумма. Годовая сумма, да? Вот смотрите, теперь получается так, вот 26 миллиардов сомов мы выбрасываем на рынок, правильно? Да. Повышаем дополнительно ко всему, что есть. А рынок у нас на 80% импорт. Это же огромное давление на сом. Это не вызовет инфляционные такие крутые процессы, и уже появятся уже внутренние, так сказать, причины инфляционных процессов. Как с этим быть? Абсолютно правильно, Султан Абдурашидович, это может вызвать, это, конечно, будет давлением, но тем не менее мы должны будем также и выровнять сейчас в связи с резким ухудшением ситуации экономической, мы должны будем и в связи с падением реальных доходов населения, эта мера, она вынужденная и необходимая мера, то есть она, если смотреть с инфляционным ожиданием и с прогнозом его, то в принципе мы уже лет 5 назад должны были это сделать, повышение заработных плат социального сектора. Он в прогнозируемом сейчас диапазоне у нас ходит. Кроме того, да, политика Нацбанка по сдерживанию кредитно-денежной политики, кроме того, наша фискально-бюджетная политика, она соответствует этим нормам. Она рассчитана полностью и соответствует. Эти меры необходимы для того, чтобы мы сейчас могли скорректировать реальные доходы населения. Вы знаете, к сожалению, это, наверное, приведет к съедению золотовалютных резервов наших. Теперь, мы будем поддерживать плавающий курс, это у нас в программе есть, поэтому на золотовалютные резервы и на национальные резервы оно прямого влияния не будет. Нет, вы все-таки согласны, да, что такой ход развития вполне может иметь место? Он будет, но он будет в пределах диапазона. Даниил Желдошевич, вчера вы же, наверное, присутствовали, мы с Акылбеком Мусаимбетчиком договорились, что мы вот ту программу, которую я презентовал президенту, значит, в пилотном варианте будем осуществлять в Баткенской области. Так вот, в этой программе, она антикризисная, и все те проблемы, которые здесь мои коллеги поднимали, его можно решать системно. Я надеюсь, когда мы начнем, мы будем тесно работать и, наверное, будем над этим работать. Спасибо большое. Спасибо, мы готовы к конструктивной работе. Спасибо.